Добрый день всем, кто сейчас смотрит этот эфир. Меня слышно? Да, Вадим, хорошо. Всем здравствуйте, меня зовут Вадим Сафонов, я муниципальный депутат из Санкт-Петербурга, муниципальный округ «Гражданка». И сегодня мы начинаем второй уже круглый стол из серии столов на тему МСУ будущего. Это проект, который организовал Земский съезд, и первый такой круглый стол состоялся 9 июня. Мы обсуждали тему «Публичная власть. Нужно ли понятие единой публичной власти с вхождением туда МСУ, как в европейских странах, или стоит выделить МСУ из этой системы, как, например, в Соединенных Штатах». И я могу сказать, что после этого круглого стола мы подвели итоги голосования, которое проводилось на ресурсах Земского съезда. И там голоса распределились примерно таким образом. 19% участников высказались за единую систему публичной власти, 9% не определились, и 72% высказались за выделение МСУ из этой системы. То есть, по сути дела, 72% депутатов поддержали основы конституционного строя Российской Федерации. Я напомню, что в первой главе нашей Конституции записано в 12 статье, что органы местного самоуправления являются самостоятельными и не входят в систему органов государственной власти Российской Федерации. Но это была такая дискуссия, скажем, больше, может быть, даже философская, такая мировоззренческая. И естественно, что в ситуации, когда мы вот с этим вопросом более-менее разобрались, есть повод поговорить уже более конкретно и подумать о том, как должна быть устроена политическая и хозяйственная власть на уровне регионов, что должно быть прерогативой органов государственной власти, а что является естественными и неотъемлемыми полномочиями органов местного самоуправления. Есть ли какое-то пространство для того, чтобы использовать механизм двойного подчинения? То есть есть ли какое-то пространство для того, чтобы какие-то вопросы решались совместно органами государственной власти и системой местного самоуправления? Но вот эти все вопросы мы сегодня должны обсудить с нашими спикерами. У нас сегодня должны поучаствовать в нашем круглом столе Владимир Владимирович Штепа, это философ, публицист, главный редактор журнала «Регион Эксперт». У нас на связи сегодня Анна Федоровна Черепанова. Это практик, это депутат Думы Великого Новгорода, города с, не побоюсь этого слова, великими демократическими традициями российскими. И мы ждем подключения Александра Владимировича Кынева, это российский ученый-политолог, кандидат политических наук, человек, который, я надеюсь, сможет представить нам некий взгляд научный на те вопросы, о которых мы, может быть, сегодня сможем поговорить. Но вот было организовано голосование в сети, опять же, на ресурсах Земского съезда, и на данный момент 46% депутатов, которые являются участниками Земского съезда, они все-таки за вариант регионы и органы местного самоуправления делят полномочия. 32% за вариант регионы не несут хозяйственных полномочий, все отдается в органы местного самоуправления. 22% считают, что регионы имеют все полномочия, но часть могут отдавать
органами местного самоуправления. Ну, честно скажу, мне эти формулировки не очень понравились, но тем не менее есть некий взгляд консолидированный, и я могу сказать, что в этом голосовании приняло существенно больше участия депутатов, участников Земского съезда, более чем в 2 раза явка, и это хорошо. Это говорит о том, что наши круглые столы, они действительно начинают приобретать какую-то практическую реализацию. Ну, могу отметить, что, собственно, так и должно быть, потому что Земский съезд уже стал площадкой, которая в состоянии не просто организовывать обсуждение каких-то важных вопросов. Земский съезд сегодня действительно является одним из центров выработки решений, которые действительно уходят на рассмотрение, например, в Государственную Думу. Если кто помнит, там сейчас рассматривается законопроект Крышеса-Крашенинникова о муниципальной реформе. И достаточно большой блок поправок, который был подготовлен вот нами, всеми депутатами, участниками Земского съезда, он был передан в Государственную Думу, и сегодня эти поправки там действительно находятся на рассмотрении. То есть все это не пустые разговоры, это те обсуждения, которые действительно получают реальный выход и реальную реализацию в конкретных документах, которые могут быть представлены власти для уже детального и содержательного рассмотрения. Я сейчас, наверное, еще 2 слова скажу о том, в каком порядке мы сегодня будем проводить наш круглый стол. Я думаю, что было бы правильно, если бы я предоставил слово нашим спикерам. Они сделают какие-то выступления, может быть, короткие, минут на 5, обзорные, так как они представляют, каждый со своей точки зрения, вопросы, выставленные на обсуждение. У нас есть чат в Zoom, куда можно писать ваши вопросы. Если у кого-то есть хороший канал и есть возможность задать вопрос в видеорежиме, то такая возможность тоже существует. Есть чат в YouTube, и в этом чате тоже можно писать комментарии, и таким образом задать какие-то вопросы нашим спикерам. Я прошу всех воспользоваться этой возможностью. Ну, первое слово я все-таки, наверное, попрошу Вадима Штепу, как человека, который, ну, в общем, не чужой в нашей теме, да, и я попрошу его высказать свое мнение о том, как рационально должна быть устроена система распределения полномочий. Есть ли какое-то пространство для политических решений на уровне местного самоуправления? Могут ли органы государственной власти руководить местным самоуправлением? Или все-таки должны быть какие-то жесткие границы? Вот здесь полномочия органов государственной власти, а здесь полномочия местного самоуправления. Вадим, как вы смотрите на эти вопросы? Звук. Вадим, мы вас не слышим, микрофон. Да, Владимир. Сейчас слышно? Да. Спасибо. Так, спасибо за слово. Вадим, вы знаете, здесь вы задали, конечно, очень масштабный вопрос, но нам нужно определиться прежде всего с тем, в какой правовой ситуации мы сейчас находимся. Ведь, насколько мне известно, вот этот закон последний о местном самоуправлении, принятый Думой, он ведь фактически ликвидировал всякую автономию местного самоуправления. Он его встроил фактически в вертикаль государственной власти. Вот. И поэтому говорить сейчас о том, вот, что сейчас вот на данный момент может сделать местное самоуправление,
я думаю, это достаточно как вилами по воде, знаете, писать, да, то есть сейчас на данный момент, к сожалению, мы не можем каких-то проектов, которые соответствовали бы текущей ситуации, разрабатывать. Мы можем разрабатывать какие-то проекты, может быть, на перспективу, да, вот сказать о том, что, разумеется, местное самоуправление и органы государственной власти, они должны быть, ну, как-то несколько автономно, несколько отличаться друг от друга, да, то есть не должно быть такого, как мы во многих городах знаем, и вот в моем родном Петрозаводске то же самое было еще в середине десятых годов, это 14-15 год, кажется, да, у нас была мэр Галина Ширшина, избранная, да, народом, а потом губернатор ее просто фактически отправил в отставку, хотя по закону он такого права не имеет, да, то есть она была избранным мэром, да, а он постарался так трансформировать закон, чтобы иметь возможность снимать избранных народом мэров. Вот я полагаю, что нам очень полезно будет изучение международного опыта федерации, тех же Соединенных Штатов, да, вот там, например, если президент соберется снять какого-то губернатора, он сам, я думаю, в тот же день вылетит по импичменту. Соответственно, и губернатор, если попробует снять какого-то мэра, то же самое с ним будет. Вот какие-то границы между уровнями власти, разумеется, должны существовать. Вот. Ну, а в целом, я полагаю, ну, опять, это, конечно, разговор такой достаточно теоретический, да, но, тем не менее, есть такой замечательный термин субсидиарность, да, то есть это означает, что власть, все властные полномочия должны осуществляться на максимально приближенном к гражданину уровне. И если местный уровень власти с ним не справляется, то, соответственно, эти полномочия делегируются на вышестоящие какие-то уровни. По-моему, ну, точнее, даже, насколько я знаю, что в Европейской хартии о местном самоуправлении принцип субсидиарности буквально прописан. А вот в российском законодательстве, я полагаю, что ну вот я не встречал его. Вот. Я думаю, что если говорить о каких-то перспективах местного самоуправления, то, конечно, нам нужно прописать в нем принцип субсидиарности. То есть, чтобы основные возможные действия власти, да, и властные полномочия были сосредоточены на минимальных уровнях, на максимально, точнее, приближенных к гражданину. А затем уже, соответственно, вот, например, надо построить дорогу в другой регион, а там эта деревня, она одна не может, да, соответственно, эти полномочия тогда делегируются на какие-то вышестоящие уровни. Но начинаться, естественно, все должно с местного самоуправления. Спасибо. Вот я так кратко скажу. Вадим, спасибо. Я вижу, что подключился Александр Владимирович Кынев. И мне кажется, что сейчас будет действительно очень логичное переключение вот с тех слов, которые говорил Вадим Штепа, к тому, что, наверное, мог бы, я надеюсь, нам скажет Александр Владимирович, но я хочу сделать маленькую ремарку. Мне кажется, что мы сейчас вошли в состояние, близкое к такому идеальному шторму, когда жизнь начинает меняться чуть ли не быстрее, чем в 90-е годы. И что происходит сейчас, мне кажется, это мое мнение, это не так важно. Вот то, что прямо вот сейчас происходит, в эти дни, в эти минуты, например, сегодня в Санкт-Петербурге законодательное собрание принимало поправки в устав города, и одна из этих поправок, она касается как раз полномочия губернатора Санкт-Петербурга предлагать кандидатуры глав муниципальных администраций, местных администраций и глав муниципальных образований, что, вообще говоря, довольно странная конструкция с моей точки зрения. Но вот эта идея встретила сопротивление со стороны оппозиционных депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга, но, естественно, усилиями «Единой России» эта поправка была отклонена. Мне кажется, что сегодня есть повод сосредоточиться на том, чтобы
думать о том, что будет завтра, или, может быть, чуть позже, там, послезавтра. И здесь очень важно сейчас, мне кажется, сформулировать вот те рациональные основы организации местного самоуправления, разделение полномочий между органами государственной власти, органами местного самоуправления. И поэтому взгляд политолога здесь, мне кажется, крайне интересен должен быть для нас всех. Поэтому я прошу вот сейчас Александра Владимировича свое мнение высказать на тему, которая вынесена на обсуждение сегодня. Пожалуйста. Микрофончик. Да, я включил, да. Ну, коллеги, всем добрый вечер. Мне кажется, что, конечно, уходить в частности, там, как делить полномочия по конкретным там сферам, ну, это, в общем, сейчас столь же продуктивно, как обсуждать, насколько разнообразно, значит, наличие разных видов на Альфа-Центавре какой-нибудь там и так далее, то есть настолько же оно будет близко к реальности. Я думаю, что сейчас ситуация совершенно другая. Сейчас ситуация, скажем так, какой-то психологической мобилизации людей просто к тому, чтобы они сохранили себя и сохранили свои структуры вокруг каких-то полезных тем локального уровня, потому что мне кажется, что в условиях глобальной катастрофы все, что могут люди сделать, чтобы сохранить собственную психику, собственную структуру, заниматься какими-то малыми полезными делами, получается их делать в рамках там, официальных органов МСО, слава богу, не получается, нужно делать что-то параллельное там, и так далее. То есть самоорганизация вокруг чего-то конкретного, это все, что сегодня может быть сделано, и это то, что, я думаю, вас даст ссориться завтра, потому что история цикличная, история носит маятниковый характер. Вот, я постоянно сталкиваюсь там с идеями, что вот, когда все рухнет, надо будет Россию переучредить там, и так далее. Но не рухнет Россия так, чтобы вот это было чистое поле, где вы будете что-то переучреждать. Не получится так. Да, то есть ситуация создания государства с нуля – это уникальный случай. Это когда там американские переселенцы переселялись там за океан и не могли что-то создавать с нуля, да, и из общин потом формировались штаты, из штатов формировалась конфедерация, потом федерация. Но это уникальный случай. У нас этого не будет, к сожалению. Что у нас может быть, что у нас реально? Да? То есть переучредить мы не сможем, но мы можем попытаться вот какие-то разумные вещи, которые присутствуют с точки зрения нормальной организации МСО в цивилизованных странах, иметь как некую свою программу действий, которая может пригодиться в каком случае. Дело в том, что вот сейчас, что происходило последние там, 20 лет, что было главным смыслом политики федерального центра? Главный смысл был сохранение власти. Соответственно, все, что делал федеральный центр и Путин все вот эти 20 лет, он уничтожал любые центры кристаллизации, которые могли нанести какой-то ущерб, какой-то урон. Значит, идея фикс была уничтожить региональные элиты и уничтожить любые субъекты, вокруг которых может хоть что-то кристаллизироваться на региональном уровне. Но вот я об этом постоянно говорю, о том, что губернаторы сегодня фактически перестали быть теми полноправными там, региональными баронами, какими они были еще в начале нулевых годов. Губернаторы сегодня просто клетки. Вот, у них там постепенно, год за годом, там, с начала нулевых годов отнимали одно полномочие другое, третье, четвертое, пятое, десятое. Все это закрепил закон, значит, о единой системе публичной власти, где прямо прописано о том, что федеральные органы исполнительной власти могут напрямую вмешиваться в назначение чиновников регионального уровня, это, значит, по примерам совместного ведения, по примерам ведения федерации, и отдельно перечисляется большим списком, там, здравоохранение, здравообразование, там, и так далее, и тому подобное. То есть это и так последние годы было невозможно назначить регионального чиновника без согласования с Москвой, а теперь это еще в федеральном законе прямо прописано. А про финансы вообще отдельная статья идет. Даже не в общем перечне, отдельную статью сделали о том, что региональные финансы, руководитель финансового органа только по согласованию с федеральным центром. То есть губернатор сегодня может назначить секретаршу, там, не знаю, водителя, там, помощников своих, все. На этом полномочия заканчиваются. Я вот проводил подсчеты по нынешнему составу региональных администраций. Сегодня, если взять весь корпус замов губернаторов по России, это около 1000 человек на всю страну. Треть примерно замгубернаторов в Варяге, треть. От общей численности на всю страну. Из самих губернаторов, если взять 85 человек, варягов 48, то есть 56% сейчас, на сегодня.
Плюс они постоянно ротируются. То есть их задача получается, что, во-первых, администрация устроена так, что внутри нее не может быть никакой единой команды. Когда губернатор по одной линии согласован, замы по другой линии согласованы, все это вместе слоеный пирог или винегрет, кому как больше нравится, это не может быть никакой единой силой, которая может как-то сплотиться и там регион куда-то отделить, его представлять там, и так далее. То есть общая задача всей этой системы, чтобы ничто нигде не вызрело, чтобы все посиживали друг друга, шпионили там и так далее. Точно так же посудные силовые структуры, которые, с одной стороны, друг друга дублируют, а с другой стороны внутри каждой этой структуры тоже под начальником замы представляют другие кланы, под ними начальники отделов представляют еще одни кланы и так далее. То есть команда не может быть ни администрация, команда не может быть ни ведомства, ничего. Вся система вокруг построена таким образом, чтобы все шпионили, доносили, и всех постоянно перемешивают и ротируют. Главная задача, чтобы заговоров не было, чтобы никто не отделился. В такой системе, когда внутри региональных уровней субъект уничтожен, местное самоуправление, оно оказалось тоже абсолютно не нужно, потому что тогда бы оно могло быть каким-то центром кристаллизации альтернативы. Поэтому логично, что уничтожили вообще все до конца. И сегодня у нас там редкий мэр муниципального образования, работает там более 2 лет. Почти все они отбираются конкурсными комиссиями, которые, в общем, мы знаем, что это такое, фактически это назначение. Вот, эта ситуация совершенно патологическая, потому что она продиктована только одним страхом, чтобы никто в этой системе ничего не мог вокруг себя объединить, чтобы не было никакой угрозы. Но эта система не может дать никакого развития никому, потому что такие администрации, они не команды, у них не может быть единых целей. Они не могут регион вообще никуда вести. Они ведут своих начальников только к одному, к тому, чтобы у них продолжалась карьера. Потому что они не заинтересованы в развитии территорий. Они не отражают мнение населения, они не отражают мнение элит, они не отражают ничего, кроме собственной карьерной судьбы. Эта ситуация абсолютно безнадежна. Система эта рухнет только вместе скажем так, с системой глобального уровня. И вот только тогда, если, значит, на следующем этапе, это неизбежно, потому что это цикличность, возникнет проблема нормального управления регионами, и начнут формироваться какие-то органы действительно регионального уровня, реально отражающие региональные элиты, то тогда у центра возникнет естественная потребность в антитезе региональным властям, а это будет местное самоуправление. Точно так же, как в 90-е годы центр напрямую, значит, хочу напомнить, когда вводилось в начале 90-х годов назначение губернаторов указами президента, автоматически тогда же напрямую президентскими указами назначались мэры региональных центров. Почему? Потому что нужна была антитеза регионального уровня. Центр понимал, да, что слишком сильная концентрация власти – это угроза. Вот. В системе нормальных институтов МСУ – это единственный нормальный союзник федеральной власти на низовом уровне, который будет ограничивать губернатор. Потому что система Путина идет вместе с Путиным. Да, и вот все вот эти вот законы о единой системе публичной власти и так далее, все не отправятся вот туда же. И вот только на этом этапе, когда центру нужно будет естественным путем сделать региональные элиты, а это будет главной угрозой следующего уровня, вот тогда и нужно будет местное самоуправление, потому что именно оно будет скреплять страну, именно оно будет какой-то гарантией всего на свете. От нормального функционирования систем жизнеобеспечения и заканчивая системой нормальных выборов. И вот тогда действительно понадобится готовое решение, а что логично передавать наверх, а что логично оставлять внизу, каким образом этих людей обучать, какие у них полномочия, права и все остальное. Вот. Ну, я не специалист по хозяйственным делам, поэтому ничего сказать не могу, как это лучше. Я могу сказать по делам политическим, как показывает мировой опыт. И самое лучшее, когда, конечно, никакой вертикали тех же избирательных комиссий быть не должно. Потому что любая вертикаль зло. Да? То есть должны быть жесткий федерализм, когда есть некие права, которые никто отнять не может, и они неприкосновенны, что на низовом уровне, что на среднем, что на федеральном уровне. Скажем, если мы возьмем ту же американскую систему, нет никакой вертикали избиркомов. Выборы проводят муниципалитеты. Они сами назначают избирательные комиссии, они сами подводят итоги. Даже уровень штата ничего с этим не может сделать. Он может только это принять к сведению. Он может просто подразумевать эти протоколы, но не назначить, не может сделать ничего. Если не нравится, идите в суд, он может провести пересчет. Все. Вот, поэтому я думаю, что в этом смысле этот опыт, наверное, мне кажется, был бы для нас правильным и логичным. Да, конечно, переучредить Россию мы не сможем, но мы можем четко объяснять, что в условиях гигантских размеров нашей страны, в условиях неизбежного возвращения части полномочий регионам, сильная МСУ
это спасение федерального центра, и это единственный шанс сохранить страну единой. Это вот моя глубокая личная точка зрения. Александр, спасибо. Слушайте, ну, вы сейчас, может быть, невольно, да, но немножко прорекламировали мою такую книжку, не знаю, тетрадку, которую я тут долго, значит, мучительно выдумывал. Она называется «МСУ. Взгляд на реформу». И я там попытался обосновать вот именно то замечание, которое сейчас очень ярко прозвучало в вашем выступлении. Это та мысль о том, что местное самоуправление – это действительно такой клей, который может склеить Россию в сложных периодах, и не только в сложных периодах на самом деле. Это действительно единственный такой заинтересованный союзник всех тех, кто думает о сохранении единства государства. И еще одна мысль, которая, я думаю, тоже прозвучала в вашем выступлении, но не так концентрированно. Я всегда пытаюсь приводить пример армейской вот этой вертикали принятия решений, потому что есть заблуждение, которое очень часто тиражируется, о том, что в армии решения принимаются по вертикали. Это на самом деле абсолютно не так. Никогда никакой главнокомандующий ефрейторам приказов не отдает. А та система, которая сейчас выстраивается благодаря вот этим двум законам, которые один уже подписан Крашенинникова про органы государственной власти, а второй, который пока еще готовится, про органы местного самоуправления, вот она-то как раз ставит Путина в ситуацию, когда он вынужден отдавать приказы ефрейторам. И с одной стороны это унижает президента, с другой стороны это ставит его в ситуацию, когда идет просто катастрофический управленческий перегруз. Это уже какая-то управленческая шизофрения. У нас 20 с лишним тысяч, у меня сейчас нет перед глазами точной цифры, 20 с лишним тысяч муниципалитетов по России. И вводится норма... Было 24 тысячи когда-то. Ну, нет, они сейчас есть, они пока не уничтожены. Нет, они пока есть, еще они все действуют. Ну, они пока есть, да. Да, ну будет немножко меньше, да, ну их будет там, допустим, 6 тысяч, например, да. Но вводится норма, которая позволяет президенту отрешать от должности глав муниципальных образований по утрате доверия. Ну, предполагается, что он должен лично знать этих людей, он должен лично их контролировать. Как может возникнуть доверие у кого-то, вот, например, у меня, если я с кем-то не знаком, я себе этого не представляю вообще. То есть, ну, какая-то мифическая норма. Но, тем не менее, вот то, что мы сейчас услышали, вот эти два мнения Вадима Владимировича Штепа и Александра Владимировича Кынева, это все-таки мнение теоретиков. Но у нас на связи есть практик Анна Федоровна Черепанова, председатель Новгородского регионального отделения партии «Яблоко», депутат Думы Великого Новгорода. И вот ее-то как раз опыт, он не теоретический, он практический опыт. Это человек, который каждый день сталкивается, во-первых, с необходимостью решать проблему разделения полномочий, а во-вторых, думать о том, что совсем с этим делать. И, конечно, было бы интересно послушать ее мнение. Анна Федоровна, вы у нас на связи, я хочу вам передать слово. Спасибо. Добрый вечер, коллеги, участники. Ну, во-первых, я хочу сказать, что я сторонница самостоятельного и автономного местного самоуправления, независимого от государственной власти. Я из Великого Новгорода, поэтому вы понимаете, какой исторический путь и какой исторический опыт у нас за плечами именно сильного местного самоуправления. Что касается текущего состояния МСУ, то я могу сказать, что, конечно, оно уже де-факто встроено в систему государственной власти. Действительно, фактически местное самоуправление является, так сказать, подчиненным губернатора и его правительства. Поэтому сейчас на уровне регионов очень легко отбирают полномочия у местного самоуправления, в том числе такие неотъемлемые его права, как право распоряжаться землей,
самым ценным ресурсом местного самоуправления. Градостроительные полномочия, то есть фактически разрешение на строительство выдает уже правительство, а не орган местного самоуправления. Полномочия по общественному транспорту, вот в частности в Великом Новгороде, их забрали на региональный уровень, на уровень госвласти. И качество-то исполнения этих полномочий, оно никак не изменилось, а может быть даже и ухудшилось, вот, допустим, в отношении общественного транспорта. По существу, даже самые небольшие мелкие вопросы местного самоуправления, ну, в частности, капитальный ремонт школ, детских садов, он решается даже не на уровне региональной власти, а теперь он решается уже на уровне федеральной власти и президента. То есть уже созданы национальные проекты по капитальным ремонтам школ. Фактически это то, чем должен заниматься муниципалитет. Капитальные ремонты дворовых территорий – это тоже уже проекты, которые подняты на самый высокий уровень федеральной и государственной власти. Поэтому вот вся система сейчас власти, она построена на том, чтобы отобрать у местного самоуправления его полномочия, перевести, централизовать их, перевести на более высокие уровни власти, ну и, соответственно, лишить местное самоуправление финансовых ресурсов для их обеспечения. И, на мой взгляд, тут вопрос идет, конечно, и в том, чтобы, с одной стороны, централизовать, а с другой стороны, централизовать и финансовые ресурсы вслед за полномочиями. Ну, тема недостаточности местных бюджетов, она общая для всего местного самоуправления. Но я приведу пример Великого Новгорода. С территории нашего города собирается чуть более 20 миллиардов рублей в год. Вот из этой суммы налогов всех в местном бюджете в качестве собственных доходов остается меньше 10%. Все остальное уходит на региональный и федеральный уровни власти. А потом уже там с помощью субсидий, где-то субвенций, ну, компенсируется какая-то часть и финансируется полномочия. Поэтому, конечно, местное самоуправление обескровлено, и качество исполнения полномочий от того, что они перешли на более высокий уровень, ну, я скажу, не меняется. А может быть, где-то даже и хуже становится. Потому что, допустим, вот, вопрос транспорта, общественного транспорта. Ведь для того, чтобы полноценно его решать, необходима оперативность, необходима обратная связь с людьми. Как только стали исполнять эти полномочия на уровне государственной власти, у нас что произошло? Наш губернатор договорился с Собяниным, и привезли весь списанный автохлам из Москвы в Великий Новгород и стали гонять. Эти автобусы совершенно небезопасные, ну вот по такой вот какой-то своей коррупционной или, может быть, некоррупционной, ну такой вот схеме новгородцам никак сойдет. Ольга Федоровна, можно я вас тут немножко прерву, поделюсь с вами впечатлениями, потому что был у меня такой в жизни период, когда я в Великий Новгород ездил почти каждую неделю, это было начало где-то середина 90-х годов. И это был совершенно удивительный такой опыт, потому что когда петербургские вот эти ребята с большими деньгами на тот момент, у нас разница была в доходах кошмарная, мы приезжали в Великий Новгород, и мы видели, что есть в России земля, где каждый человек, независимо от его достатка, ездит на Мерседесе. Потому что были замечательные мерседесовские новенькие автобусы. И вот к чему это сейчас пришло, мы только что услышали. И поэтому я хочу спросить все-таки и в первую очередь Ольгу Федоровну и других наших спикеров, а если такая волшебная формула вот основного принципа разделения полномочий, можно ли сказать, что вот есть понимание, вот это надо отдать на уровень органов государственной власти, а вот это естественные полномочия органов местного самоуправления. Можно ли как-то это разделить? Например, политику все отдать органам государственной власти, а хозяйственные полномочия только оставить на уровне местного самоуправления. Или здесь сложнее конструкция должна быть? Вот я прошу, давайте мы в таком порядке. Вот сначала Ольга Федоровна, потом Александр Кынев и Вадим Штепа потом завершит. Давайте вот коротко на этот вопрос. Можете сформулировать ответ?
Да, Анна Федоровна. Извините, Анна Федоровна, простите, пожалуйста. Да, конечно. Я считаю так. Все вопросы, связанные с жизнедеятельностью населения на определенной территории, должны решаться местным самоуправлением. Потому что это самый близкий уровень власти к людям, и они наиболее оперативно и качественно могут это делать. Естественно, эти полномочия должны быть полностью обеспечены финансовыми ресурсами. Понятно, если какие-то огромные большие проекты, инфраструктурные проекты, да, регионального значения, но на территории города, допустим, или поселения, то, естественно, они могут реализовываться с помощью, при содействии органов государственной власти. Но вот в этом законопроекте Клишеса-Крашенинникова к полномочиям местного самоуправления там 55 полномочий. При этом 27 полномочий они твердо закрепили за местным самоуправлением, а 28 отдали на откуп региональным властям. То есть можете наделять местное самоуправление вот этими полномочиями, можете оставить за собой. При этом вот в этом перечне полномочий как раз все основные вопросы жизнедеятельности города. И обеспечение коммунальными услугами, и транспортом, и образование, и библиотеки, и спорт и так далее. То есть я считаю, что за местным самоуправлением должны быть закреплены максимально широкий спектр полномочий, которые касаются жизнедеятельности. То есть это все, это и дороги, и транспорт, и распоряжение землей, и градостроительные полномочия, школьное, дошкольное образование. Вот все, что было в 131-м законе обозначено, и даже вот в новом законопроекте Клишеса-Крашенинникова, но все это должно быть закреплено за МСУ. Да, действительно могут возникать ситуации, когда МСУ по каким-то причинам не справляется и качественно не предоставляет какую-то услугу. Но тогда временно по каким-то определенным критериям, опять же установленным законом, должно быть определенный порядок, каким образом эти полномочия могут отдаваться на уровень государственной власти на определенный период, ну, для того, чтобы вот кризис прошел, и эти полномочия снова бы вернулись на уровень местного самоуправления. Причем забирать эти полномочия возможно только с согласия органа местного самоуправления. И это согласие должно быть выражено не только главой местного самоуправления, но и представительным органом Думы там, или Советом депутатов. То есть я считаю, что должно быть предельно широкий спектр полномочий закреплен за МСУ. У государства свои функции. Вот ему достаточно, мне кажется, своих больших глобальных проектов по улучшению жизни, там, допустим, на крупных территориях для того, чтобы ну, в принципе, их реализовывать. Но я уже не говорю там про оборону, про безопасность, это мы все понимаем, это федеральные полномочия, там, мобилизационная готовность и так далее. Крупные проекты – это государство, а все, что связано с населением и с его потребностями, это местное самоуправление. И делить налоги и доходы необходимо таким образом, чтобы у местного самоуправления было достаточно этих средств для того, чтобы исполнять обязательства. Понятно. Вот это взгляд практика, а взгляд ученого. Александр Владимирович, с вашей точки зрения, как правильно? Есть ли такая волшебная формула? Ну, я не являюсь специалистом по местному самоуправлению, все-таки это довольно узкая специализация, поскольку нет никакой единой универсальной в мире общепризнанной системы МСУ. Их очень много, они очень сильно отличаются, зависят от множества вещей, от истории, от культуры, от структуры размещения населения, потому что, скажем, ну, допустим, есть территории, где там, скажем, с кочевым населением, да, как бы да, даже у нас в России, хочу напомнить, когда принимали закон об МСУ, никак не могли вот понять, что с Дагестаном, где кутонное земледелие, да, где часть года люди в горном селе, а часть года, значит, на равнине, на пастбищах там и так далее. Есть огромное количество локальных укладов, которые ни в какую единую схему быть вписаны не могут. Поэтому я думаю, что здесь сам по себе подход федерального закона, который дает ответы на все вопросы, сам по себе порочен. Поэтому я думаю, что должны быть прописаны какие-то общие вещи, очень общие федерального уровня, остальное должно решаться на уровне регионов, но и должны быть прописаны какие-то просто, ну, скажем, не единый для всей страны какой-то вот стандарт МСУ, а какой-то набор неотчуждаемых прав МСУ, который может расширяться дальше в зависимости от территории. Значит, и, кстати, в принципе, в 90-е годы это было, конечно, понятно, это было с рядом искажений, но отсутствие искажений не означает, на мой взгляд, возможность выкинуть ребенка вместе с водой.
То есть нужно было бороться с искажениями, а не с тем, чтобы придумывать схему, в которую на самом деле общая для всех, которая получается средняя температура по палате, в которую в итоге никто не вписывается. Вот. Поэтому я думаю, что здесь должны быть возможности у федерального центра вмешиваться, отменять региональные законы, особенно когда они нарушают права человека, когда они нарушают права на МСУ там, и так далее. И, в принципе, я согласен с Анной Черепановой в том, что вот все, что касается жизни сообщества и не финансируется за счет федерального бюджета, люди должны решать сами. Правила застройки, правила землепользования, значит, ну, любые дороги, на мой взгляд, не стоят, потому что, скажем, дороги федерального значения должны быть, конечно, за деньги федерального центра, и не во всех странах, как бы, если они федеральные, то и центр их строит, ремонтирует там, и так далее. То есть все, что касается, я думаю, например, правил сферы торговли и так далее, это люди должны решать сами. Вот. Они могут ошибаться, потом отменять там, и так далее. Но это их право. Да? Это люди должны сами решать, как это все делается там, и так далее. И лезть в это не надо. Вот, такие вещи, которые касаются социальной сферы, ну, на мой взгляд, здесь нужно ранжировать, потому что есть вещи, которые, очевидно, будут финансироваться федеральным бюджетом, и центр должен ими заниматься. И то, что федеральный бюджет, вы это и регулируете. Вот. Возможно, какие-то, скажем, услуги, там, например, дошкольное образование, что-то еще, может быть, на локальном уровне, там, или местном, или что-то еще. Я абсолютно убежден, скажем, что, например, реформа силовых структур обязательно должна включать, в том числе, общественную безопасность, которая должна быть сугубо местной историей, финансироваться на местном уровне и не входить ни в какую федеральную вертикаль. Федеральная вертикаль должна заниматься уголовными преступлениями там, и так далее. А вот местная безопасность, там, пьяниц гонять, этим должен заниматься муниципалитет. Он должен решать, что делается, как делается, где можно, где нельзя там, и так далее, потому что иначе получается круговая порука. Ну, вот. Да. Хорошо, спасибо. Избиркома, как я уже сказал, я считаю, что проведение выборов должно быть полностью отдано на откуп муниципалитетам, без всякого вмешательства центра, только если там происходит уголовные преступления, фальсификация, тогда вмешиваются. Все. Вот на это вмешательство должно заканчиваться федерального центра в организации выборов на местном уровне. Спасибо. Владимир Владимирович, ну вот есть два взгляда. Мне кажется, тут есть какие-то точки пересечения. Вот можете вы как-то это все резюмировать, может быть, то, что мы сейчас услышали от Анны Черепановой, от Александра Конева, ну и свой взгляд? Спасибо. Я бы, может быть, такой бы немножко философский взгляд внес. Вот вы сказали о том, что, может быть, да, вот политические вопросы должны решаться на уровне государственной власти, а хозяйственные на уровне местного самоуправления. Но я напомню, что само слово политика, оно происходит от слова полис, то есть город. То есть, собственно говоря, политикой является все, что решается в непосредственном городе. То есть политика, по сути дела, в исходе начинается от местного самоуправления. Она и является собой самоуправление как таковое. Я думаю, что мы все-таки здесь сталкиваемся с вопросом главным таким, можно сказать, опять же, философским, о субъектности. То есть, кто принимает решение, кто является субъектом принятия решений. И вот я бы здесь, может быть, хотел уважаемому Александру, да, вот, сделать такое критическое замечание. Я читал его статью там, о том, что Россия ни в коем случае не распадется там, и так далее. И вот у вас, Вадим, я тоже это заметил, да, что вот местное самоуправление должно быть таким типа предохранителем от распада. Я полагаю, что, ну это моя, конечно, точка зрения, что вообще ставить такие вопросы о том, что вот нам главное не допустить там распада страны там, и так далее, я думаю, что не нужно. Нужно исходить из не того, что распад или не распад, а нужно исходить из принципа субъектности и договорности. То есть есть определенная власть, которая избрана гражданами, она является поэтому легитимным субъектом, и она, соответственно, находит договорные отношения, устанавливает договорные отношения с другими субъектами, да, с регионами и так далее. Я полагаю, что нужно исходить из вот именно таких принципов, да, что нужно, во-первых, сформировать те субъекты, которые были бы свободно избраны гражданами, а это местное самоуправление в первую очередь, да, и затем они уже
находят какой-то договорный баланс вот с другими субъектами. Да? Опять же, та же региональная власть. То есть если мы будем воспринимать региональную власть как вот нынешних кремлевских наместников, да, вот Кинев правильно заметил такую статистику, да, что там большинство варягов, это не, опять же, они не являются легитимными по большому счету, да, то есть нужно добиваться легитимности и региональной власти, чтобы у нас были нормальные региональные парламенты. Вот, кстати говоря, это момент, который я давно пишу в своих статьях о том, что Россия, несмотря на то, что называется федерацией, которая предусматривает достаточно высокий уровень субъектов этой федерации, тем не менее у нас запрещены региональные политические партии. Понимаете, даже в унитарных европейских странах, таких посмотрим, как Польша, как Франция, там существуют региональные политические партии, которые избираются и в местные парламенты, и в Европарламент. И, соответственно, вот все эти местные интересы, они перестают восприниматься как, знаете, такие сугубо провинциальные, да, что от них можно отмахнуться. Нет, региональные, местные вопросы в Европе, они поднимаются в том числе и до уровня Европарламента. Вот. Поэтому у нас запрещены региональные политические партии. Естественно, что Россия в таком случае, она по факту не является федерацией. Да? Потому что федерация в своем исходном смысле, да, вот если мы посмотрим на опыт Соединенных Штатов, как начиналась там федерация, это договор субъектов, да, то есть это избранные региональные власти между собой договариваются, да, и делегируют какие-то полномочия на федеральный уровень, да, то есть сами уже избирают федеральную власть. У нас вообще изначально вот в постсоветской России, если коснуться вот нашей истории, да, вот ровно 30 лет назад, в 92 году был подписан федеративный договор, да, вот вы помните, да, но его отличие, принципиальное отличие от нормальных принципов федерации состояло в том, что не регионы делегировали, да, какую-то часть, да, своих полномочий центру, а наоборот, вот кремлевский ельцинский центр, да, он делился как с барского плеча, да, с царского плеча, да, частью своих полномочий с регионами. Вот мне кажется, что если мы рассуждаем о каких-то таких позитивных проектах на будущее, вот эту систему надо перевернуть с головы на ноги, да, вот поставить, да, то есть чтобы субъекты местного самоуправления делегировали часть своих полномочий на региональный уровень, регионы, соответственно, региональные парламенты со свободно избранными туда депутатами, да, вот со всем количеством региональных партий, которые могут быть там, они делегировали бы часть своих полномочий на федеральный уровень. Вот если мы рассмотрим ситуацию вот в таком субсидиарном ключе, да, то есть делегирование власти снизу вверх, то, мне кажется, это создаст именно здравую модель. А рассуждать сейчас о том, что нам главное сохранить там единство страны, ну мы придем просто к тому, что мы, извините, будем оправдывать вот эту так называемую специальную военную операцию. Спасибо. Нет, смотрите, значит, коллеги, ну, во-первых, все-таки тут мы с Вадимом немножко расходимся фундаментально. Почему? Потому что я-то все-таки смотрю на вещи, я пытаюсь смотреть на вещи ну, в некой длинной перспективе, не учитывая какие-то текущие моменты, да, наверное, они, понятно, болезненные, там, и они волнующие, они там ужасные и так далее, но вопрос, который мы сегодня обсуждаем, мне кажется, это все-таки вопрос принципа. И это означает следующее, то есть мне кажется, мы должны говорить именно о базовых принципах, которые работают вне зависимости от контекста текущего момента времени. И если мы говорим об этом, то тогда, наверное, нет противоречия в том, что задача местного самоуправления удовлетворять потребности людей, которые живут в конкретной общине, в конкретном месте. Но когда человек живет в конкретной общине, и он понимает, что вот именно здесь, в этой общине, в этом селе, в этом городе, он имеет право голоса, когда человек понимает, что он
не просто имеет право голоса, он налогоплательщик здесь, вот в конкретном поселении, да, то тогда естественным образом этот человек считает себя и абсолютно оправданно, он считает себя хозяином здесь, в этом конкретном поселении. И мне кажется, здесь противоречия нет, потому что когда мы говорим о своих соседях ближайших, там, по дому, по кварталу, по городу, земляки, то мы-то имеем в виду своих людей, мы, может быть, с ними не знакомы, да, ну, это наши люди, мы себя с ними отождествляем, и это нас объединяет в итоге. Поэтому, мне кажется, здесь нет такого противоречия, о котором говорит Вадим Владимирович. Ну, тем не менее, вот давно уже просит слово Надари Хананашвили. Это человек, который тоже может, наверное, нам представить точку зрения практика, что сейчас, мне кажется, очень важно. Именно вот этот взгляд человека, который может опираться на реальный опыт, но, наверное, думает о том, как исправить то, что он в своем опыте считает нужным какой-то корректировки. Надарья, вам слово. Спасибо большое. Я просто чуть-чуть скорректирую ваши слова, Вадим. Я выступаю и как практик, и в какой-то степени как теоретик, потому что я вообще кандидат юридических наук в области конституционного и муниципального права. И в какой-то степени я, ну, не то чтобы участвовал в разработке 131 закона, но внимательно следил за тем, что происходило тогда. И я прекрасно помню, как вот вы сказали, что сейчас 23 тысячи муниципальных образований. До 131 закона их было 3 с небольшим тысячи. И 131 законом предполагалось, что их будет создаваться примерно 33 тысячи. И тогда у меня было соображение, которое, к сожалению, никто, естественно, не услышал. Это у нас такое традиционно бывает. Но я сейчас к нему подойду. А начну я с того, что у меня есть несколько позиций, откликающихся на уже состоявшиеся выступления и Вадима Штепа, и Александра Кынева, и, может быть, и Анны тоже Черепановой. Значит, во-первых, понятно, что сегодня в стране не просто уничтожаются там какие-то элементы управления и так далее. Основная опасность заключается в том, что уничтожаются институты, тотально уничтожаются институты. И это является, на мой взгляд, одним из самых серьезных рисков последующих изменений, потому что вообще любую страну держат институты прежде всего. Власть может меняться радикально или менее радикально, но если отсутствуют институты, то вот они непрерывно ломаются, и каждый день уменьшается их вообще не то что значимость, но присутствие. Александр Кынев сказал об этом, о непрерывном перманентном, вот я это называю перманентным квартетом, да? Помните, как вот там меняли местами, и все здорово у них было. Только вот, к сожалению, игры не получалось никак. И это, кстати, со времен еще Ельцина происходило. Там сейчас не буду углубляться. У меня есть аналитика, которая тоже подтверждает, там непрерывно шла такая ротация вице-премьеров в правительстве самом. Это просто ужасная совершенно история. Значит, но у меня на самом деле есть такое опасение риска появления в случае резких изменений десятков кущевок. И это вот действительно очень большой риск и очень большая опасность. Как с этим справиться, пока сложно сказать. Второе замечание касается принципа субсидиарности. Я совершенно здесь готов поддержать Вадима Штепу, потому что, во-первых, она была в Конституции Евросоюза, и она сейчас точно, совершенно могу сказать, присутствует, по-моему, это статья 22 Конституции ФРГ. И этот принцип является реально одним из ключевых. Я еще несколько принципов расскажу о том, в перечислении того, на каких принципах желательно нам строить, ну, если мы вообще когда-то будем допущены до возможности выстраивания мира после. Да, значит, теперь коллеги говорили о очень большой скорости изменений. Это действительно так. Единственная только моя печаль состоит в том, что у нас изменения – это изменения, связанные с падением в бездну.
Вот мы пока еще донизу не долетели. Что будет происходить, когда мы шлепнемся? Дно. Потому что мы вроде бы как говорим, да, вот мы там пробили очередное дно, это бесконечный процесс. Мы, если вы наблюдаете, то вы видите, что мы непрерывно падаем в эти самые бездны. И в этом плане я бы сказал, что, ну, может быть, в какой-то степени гармонизируя, что ли, предыдущие выступления, что нам здесь необходимы очень важные два компонента. Ну, по крайней мере, два компонента. Первое – это формирование некой системы принципов, на которых мы хотели бы основывать нашу деятельность и существование того, что, ну, пардон, останется. Я в этом смысле не очень уверен, что мы останемся как единая страна, но тем не менее. Значит, это понятно, что это система принципов, и одним из ключевых базовых принципов, разумеется, должен быть принцип субсидиарности. Там, ну вот я, по-моему, в прошлый раз говорил о том, что он был предложен одним из римских пап еще в 1931 году. Но помимо этого я бы еще назвал, по крайней мере, два очень важных принципа. Я сейчас просто накидал навскидку. Понятно, что это принцип участия. То есть, помните, когда вырабатывалась конвенция о делах инвалидов, собственно говоря, он там возник. Когда организации инвалидов сказали ООН, ничего для нас без нас. Так же, как сейчас Украина говорит, ничего, пожалуйста, для нас ничего не решайте без нашего участия. Вот. И второе – это обязательно принцип прозрачности власти. Это тотальный вообще, тотальные условия, без которого ни контроль за деятельностью власти невозможен, ни борьбы с коррупцией и так далее и тому подобное. А второе, что я бы хотел сказать, это нам необходимо готовиться к переменам. Не ждать, пока тут все обвалится, а вот тогда мы там что-то начнем. Нам необходимо готовиться. И в этой связи я бы, ну, там уже коллеги, по-моему, вы, Вадим, рекламировали свою книжку. Я прорекламирую свою, которая была так и не издана нигде. Она называется «Над пропастью в трех соснах». В этой книжке проведен анализ совокупности проблем, которые стоят перед страной, и элементы необходимого выхода. И в том числе в качестве элемента предложений была сформирована в свое время среднесрочная целевая муниципальная программа развития территориального общественного самоуправления или общественной активности. Это просветительская программа, которая фактически содержит целый набор просветительских муниципального уровня мероприятий, которые позволяют решить две задачи. С одной стороны, активизировать тех людей, которые живут на территории, потому что, ну, вы прекрасно понимаете, что мы живем, особенно люди, живущие в мегаполисах, они живут в очень серьезно атомизированном мире. Вот необходимо их активизировать и включить в участие в обсуждении самых разнообразных вопросов, касающихся местного самоуправления. И второе – это, скажем так, некий набор тоже просветительских действий, ориентированных на выработку управленческих компетенций. Потому что завтра, когда начнет меняться система власти, возникнет потребность, ребята, вот опять же мы говорим о том, что надо большое количество местного самоуправления и большое количество полномочий. Я согласен, но как пел в свое время Высоцкий, мне вчера дали свободу, что я с ней делать буду? Значит, мы можем дать компетенции, но надо людей учить и пользоваться этими компетенциями и отвечать за то, на что они на себя берут. И именно поэтому, кстати, в этой, так сказать, программе, помимо там ЖКХ, благоустройства и так далее и тому подобное, есть такие компетенции, как, например, разрешение соседских споров, или социальное проектирование, или формирование фондов местного сообщества, взаимодействие с органами власти. То есть целый ряд такого рода направлений, которые очень важны с практической и управленческой, в том числе, точки зрения на будущее. И вот в этом случае тогда мы сейчас начнем готовить ту подстилочку, с помощью которой мы сможем рассчитывать, укрепить, удержать муниципальные уровни, выстроить межмуниципальное взаимодействие. Потому что понятно, что, кроме всего прочего, вертикаль уничтожает горизонталь взаимодействия. И она все делает для того, чтобы эту самую горизонталь уничтожить. И ТОСы сегодня, которые, если и существуют, то они существуют либо в виде управленческих таких кусочков вертикальных, которым скажут, и они начнут, так сказать, выполнять то, что предначертано сверху, либо они не существуют совсем. Вот в нашем районе мы так до сих пор судимся за то, чтобы нам позволили создать независимый ТОС. Спасибо.
Наталья, спасибо. Ну, я сейчас позволю себе все-таки обратиться к еще одной теме, может быть, не такой не очень популярной в дискуссиях теоретических, но очень популярной в дискуссиях практических. Все-таки уже неоднократно звучала эта мысль о том, что местное самоуправление должно иметь определенную финансовую основу. Но вообще есть две модели. Есть модель, скажем так, дотационная, а есть модель, основанная на ответственности, на собственных налогах, которые собираются на территории по решению самой общины. И вот здесь возникает другой интересный вопрос, потому что практика, которая существует сегодня в нашей стране, во всяком случае, она говорит о том, что вот эту модель выбирают органы государственной власти. По сути дела, это именно так сейчас и происходит. А как это должно быть? Вот есть кто-то, кто может на этот вопрос ответить? Может быть, Анна Черепанова здесь поможет? Ну, во-первых, я могу сказать, что местные налоги, которые сейчас закреплены за местным самоуправлением, установлены налоговым кодексом, конечно, их совершенно недостаточно для исполнения полномочий. Поэтому я считаю, что вот кроме налога на землю, налога на имущество, ну, таких традиционных местных налогов, необходимы, конечно, существенные отчисления от так называемых федеральных налогов. Это налог на доходы физических лиц, то есть это все те, кто работают на этой земле, на предприятиях и так далее, все платят НДФЛ. И существенная часть вот этого налога на доходы физических лиц должна зачисляться в местные бюджеты. Анна, Сейчас... я приведу. Вот здесь это очень важный момент. Смотрите, вот вы вспомнили про НДФЛ. А с вашей точки зрения, вот этот НДФЛ, он должен платиться по месту работы или он должен платиться по месту жительства самим налогоплательщикам? Но я считаю, что налогоплательщик по месту жительства его вообще-то должен платить, для того, чтобы он понимал, что его налоги будут использованы для улучшения его жизни. Да, и как раз сегодня-то это не так. Сегодня это не так. Ну, совпадения, конечно, есть, и они большие пересечения, потому что в основном, конечно, платят налоги там, где живут в основном. Но понятно, что я считаю, что действительно сам налогоплательщик должен вот этот налог заплатить и понимать, какого качества и какого объема услуги он получит взамен на уплаченные налоги. Поэтому по месту жительства. Причем сейчас соотношение НДФЛ 15% в местный бюджет, 85% на уровне региона. Это совершенно несправедливое соотношение. Не менее 50% должно оставаться на уровне местного самоуправления, для того, чтобы возможно было и ремонтировать объекты социальной инфраструктуры, и дороги ремонтировать за свой счет, и жилье социальное строить, что вообще не происходит на уровне местного самоуправления. Второй налог, который, я считаю, необходимо было бы закрепить за местным самоуправлением, это налог на малый бизнес. Ну, сейчас это упрощенная система налогообложения, вот есть такой налог. Вот он тоже с малого бизнеса должен поступать в местные бюджеты, потому что это взаимосвязанные вещи. Именно местное самоуправление создает условия для того, чтобы развивался местный бизнес. И он должен быть более тесно связан именно с местным бюджетом. Сейчас это тоже такой федеральный налог. Частично он поступает в местный бюджет, но не полностью. Вот, поэтому, конечно, я считаю, что вот под местные полномочия должны быть закреплены и налоги, которые обеспечат исполнение этих полномочий на том уровне, на котором они должны исполняться. Понятно. А есть еще кто-то, кто хотел бы из наших спикеров прокомментировать вот эту тему? Я тогда задам вопрос, который пришел сейчас в Ютубе. Вот нашим зрителям не очень понятно и просят уточнить, стоит ли все хозяйственные полномочия передать органам местного самоуправления и никаких в регионы, или все же изначально как-то это поделить? Вот кто может здесь уточнить эту тему? Ну, Анна, давайте тогда продолжим с вами, потом, может быть, я попрошу Надарью свое мнение высказать.
Набор полномочий, он должен быть установлен на уровне закона. Я считаю, что на уровне федерального закона он должен быть установлен. Но механизм перераспределения так называемого полномочий должен тоже существовать. То есть, допустим, если... Так, секундочку. Да, я продолжу. Дело в том, что по поводу полномочий, которые могут исполняться на государственном уровне, да, может быть такая ситуация, когда местное самоуправление некачественно что-то делает, да, но в таком случае на определенное время, на какое-то время преодоления кризиса эти полномочия могут быть переданы. Но опять же, на определенное время по определенным критериям. Потом их нужно будет возвращать на уровень местного самоуправления. Потому что, например, в городах качество власти, я вам могу сказать, достаточно высокое. И качество управленческого персонала, и обученности людей, и опыта, оно высокое. Поэтому на уровне городов я, например, не беспокоюсь, что они смогут это сделать. Но на уровне сельских поселений, ну да, там надо смотреть, какие именно полномочия они смогли бы исполнять качественно. Понятно. Спасибо, Анна. Надарья, вы можете добавить что-то? Да, значит, у меня два соображения. Первое соображение касается именно процентного соотношения распределения НДФЛ. Дело в том, что и в этой части я с Александром Кыневым очень солидарен в том, что невероятное совершенно разнообразие в нашей стране. И сказать, что, например, мы весь НДФЛ можем передать, и это все, значит, все проблемы решит, это заблуждение. У нас в академическом районе, значит, от НДФЛ на местном уровне оставляется, вот чтобы не соврать, сейчас, по-моему, 0,07%. В центральном административном округе есть округа, в которых это меньше полусотого, как-то 0,05% и меньше даже. То есть, вы понимаете, да, а на окраинах, например, есть районы, где это 1,5–2%. Это в городе Москве. Как вы понимаете, если мы опрокинем эту ситуацию на всю Россию, это будет совершенно другое соотношение процентное и так далее и тому подобное. То есть все равно здесь должна быть чувствительная история. Теперь, что касается способности выполнения тех или иных полномочий. Вот это как раз я бы сильно увязывал с тем, на что способна та или иная территория и от тех особенностей, которые связаны с этой территорией. Потому что, с одной стороны, казалось бы, ну, в городе просто управлять, на самом деле не очень просто. Но, согласитесь, еще сложнее согласовывать самые разнообразные интересы людей, живущих там в горных районах или значит, на равнине. Живущих, причем это в одном субъекте, и, как вы понимаете, там, если возьмем Красноярский край, так это совсем засада. Все единое устанавливать для всего края, это, ну вот, как бы в 4 зоны мы влетаем, и попробуйте установить все единообразно. То есть, на самом деле, многое зависит от того, что я называю чувствительным управлением. И это как раз относится скорее к категории качества управления вообще, как такая генеральная компетенция управленческая сегодня. К сожалению, ее нет, и когда она появится, мне сказать сложно. Но вот НДФЛ, это, в общем, конечно, я согласен, должен быть по месту жительства в большей степени, потому что, кроме всего прочего, это будет стимулировать регион, воздействовать определенным образом и улучшать качество проживания людей и муниципалитет в том числе. Если люди тут селятся, это означает, что они в определенном смысле создают условия, которые привлекают сюда людей и, следовательно, привлекают и ресурсы. Надарья, спасибо. Мы работаем больше часа. Я думаю, что есть смысл сейчас попросить наших спикеров дать какое-то резюме. Я прошу Вадима Штепу, сейчас к нам вернулся, и какой-то краткий итог нашего разговора сегодня подвести. Вадим, вы с нами? Так, ну, Вадим, видимо, отключился. Александр Кынев. Ну,
Да, я сейчас включу, секундочку. Так, секунду, картинка сейчас включится. Картинку, да. Да. Значит, ну, я, в принципе, все сказал. Вот, я рад, что Наталья Хананашвили уже об этом упомянул. Надо понимать, что очень разнообразен мир, очень разнообразна наша собственная страна. Система МСУ в мегаполисах не может совпадать с системой МСУ в горных районах компактного проживания каких-то этносов, или там в Сибири, где по 200 километров между населенными пунктами там, и так далее. Поэтому это все разные уклады, поэтому, конечно, это не может быть все централизовано. Мы никогда не уйдем, скажем так, мы не сможем никогда уйти от того, чтобы это решалось на региональном уровне. Другое дело, что, конечно, тут есть уже, скажем, соблазны чрезмерной централизации уже регионального уровня, да, когда мы получаем не федеральную автократию, а региональную, но это уже вопрос как раз целеполагания федерального вмешательства. Да, то есть когда центр должен вмешиваться вот, в взаимоотношения субъекта с регионами, защищая местное самоуправление как своего союзника, о чем мы говорили в самом начале. Вот. И федеральный закон просто должен прописывать подобные процедуры. То есть должны быть как бы две части убежден, то есть должна быть часть неотъемлемая, единое право МСУ в любом регионе, должна быть часть вариативная. И эта часть должна быть довольно грамотно прописана, то есть что является всеобщим, а что является вариативным, да, и на каких условиях это вариативное может быть введено, каких нет. То есть должны быть написаны развилки и условия применения этих развилок, на мой взгляд. Это сложная работа, это щепетильная работа, это вам не махать шашкой наголо, да, выстраивая вертикаль. Именно поэтому не хочется этим заниматься. Проще сделать всеобщее для всех одинаковое. Ну вот, на мой взгляд, закон 131 как раз является приговором этой модели. Он показывает, что когда пытаются принять единый закон для всех, получается, в общем, такое, которое не подходит в итоге никому. Да, и в итоге его бесконечно латали, и в конечном счете сейчас на наших глазах он умирает, да, и, видимо, будет заменен еще более плохим законом господина Крашенинникова в новой ипостаси. Поэтому я думаю, что здесь, скажем так, эталона нет. Брать какую-то модель, которую мы можем позаимствовать, ее не существует, ее нужно вырабатывать самим. Вот это надо понимать, вот, на мой взгляд, как аксиому. Собственно говоря, все. Спасибо. Вадим Владимирович, вам слово. Вадим Штепа. Звук. Сейчас, да. Слышно, да? Да. Спасибо. Ну, вы знаете, я бы хотел, так резюмируя, немножко поспорить опять с господином Тыневым. Мне кажется, он подходит с точки зрения центра, да, вот как нужно все это устроить. И с позиции, опять же, сохранения единого пространства некоего. Я исхожу из принципиально другого подхода, из принципа субсидиарности. То есть я полагаю, что, может быть, это моя точка зрения прозвучит слишком радикально, но после поражения империи в украинской войне мы будем наблюдать, а может быть и участвовать кто-то в трансформации этого государства. Потому что так или иначе трансформировать его необходимо, чтобы оно больше никогда не угрожало окружающему миру ядерным оружием и так далее. Я полагаю, что позитивная, полноценная трансформация возможна только через переучреждение этого государства снизу, да, что называется. То есть по принципам субсидиарности, по тому, чтобы субъекты, начиная с местного самоуправления, делегировали власть на уровень регионов, а регионы, соответственно, избирали бы новый федеральный центр. И вполне возможно, что этим новым федеральным центром уже не будет Москва. Потому что, насколько мы, если мы посмотрим на опыт развитых мировых крупных федераций, таких как Соединенные Штаты, Канада, Австралия, Бразилия, там никогда столица федерации не совпадает с крупнейшим мегаполисом. Потому что когда столица является крупнейшим мегаполисом, она постепенно начинает свои интересы ставить над интересами всей федерации. Вот.
И я полагаю, что вот такого рода трансформации, они начнутся так или иначе. Сначала их будут обсуждать, сначала они будут казаться кому-то невозможными, смешными, да, но это как Махатма Ганди говорил, да, сначала над вами смеются, потом вас преследуют, а потом вы побеждаете, да. Вот. Я полагаю, что нужно начинать думать о воссоздании нормальной, легитимной субъектности, политической субъектности. Возможно, она появится на уровне городов, возможно, она появится на уровне регионов, но это должна быть избранная людьми власть, соответственно, она только в этот момент и станет легитимной, когда она избрана. Да, это не какие-то кремлевские наместники там, от старого или нового царя там, и так далее. Вот, это может быть бесконечно. А когда власть избрана людьми. И здесь местное самоуправление, оно очень важно, потому что оно наиболее близко к гражданам, и оно выражает их потребность в нормальном, реальном самоуправлении. И когда вот такого рода потребность у людей, гражданская потребность в самоуправлении возникнет, она неизбежно распространится на все остальные уровни государства. Я думаю, что рисовать какие-то такие апокалиптические модели о том, что вот распад, там кошмар, война всех против всех, ничего этого не будет. Регионам между собой и муниципалитетам делить нечего, по большому счету. Важно, чтобы выстроить нормальную финансовую систему, чтобы если предприятие находится на какой-то территории, чтобы оно основные налоги платило на этой территории, да, что не уходили куда-то там в неизвестный центр, откуда просто присылаются потом наместники, да, и так далее. И все это замкнутый круг возникает. Я полагаю, что нужно рассуждать, нужно думать о том, как воссоздать нормальное гражданское самоуправление, начиная от городов, районов и до регионов, а потом уже включится элемент договорности, да, то есть они начнут договариваться между собой. Понятно, что ни один регион в России не может существовать такой автаркии Северной Кореи. Да? Вот. Они, безусловно, между собой взаимосвязаны. Но обеспечение этих взаимосвязей должно происходить договорным путем. Тогда это будет естественно, а не каким-то приказным сверху. Спасибо. Спасибо нашим спикерам. Я позволю себе тоже кое-что резюмировать. Я думаю, что этот разговор, он останется. Это очень был содержательный, мне показалось, и разноплановый разговор, но все-таки мне кажется, что ничего не произойдет, если мы сейчас не будем думать о том, как вот те возможные перемены, которые, конечно, они произойдут, конечно, они случатся, как их сегодня начать формализовать в конкретных документах, в конкретных проектах. Потому что фундаментальной ошибкой 90-х годов было именно то, что мы оказались, наше общество оказалось недостаточно готово к тем переменам, которые произошли молниеносно. Я был свидетелем того, как это происходило. Это было очень быстро. И многие ошибки, которые тогда были допущены, они были допущены, потому что никто к этому не был готов. И то, что делает Земский съезд, мне кажется, это очень важная работа. И вот эти наши круглые столы, это тоже такой механизм, который позволяет нам не оказаться не готовыми к тем переменам, к тем возможным изменениям, которые могут произойти завтра или послезавтра, но не обязательно произойдут. Поэтому я благодарю сегодня Александра Владимировича Кынева, кандидата политических наук, за участие в нашей дискуссии. Я благодарю Анну Федоровну Черепанову, председателя Новгородского регионального отделения партии «Яблоко» и депутата Думы Великого Новгорода. Конечно, большое спасибо Владимиру Владимировичу Штепа, главный редактор информационно-аналитического журнала «Регион Эксперт». Я благодарю всех, кто смотрел этот прямой эфир. И напоминаю, что круглые столы, которые имеют такое общее название, это проект МСУ будущего,
Они у нас выходят раз в 2 недели. Следующий круглый стол должен состояться, мы надеемся, что это произойдет, 7 июля. И тема, которая выносится на этот круглый стол, соотношение общества, политического представительства и сервиса по предоставлению услуг как в идеологии, так и в практике МСУ. Ну, скажем так, тема немножко эксцентричная, может быть, показаться формулировка сама этой темы, но тем интереснее будет узнать, что расскажут в следующий раз спикеры, что расскажут наши муниципальные депутаты, кто эту тему сможет раскрыть наиболее интересно, наиболее содержательно. Спасибо всем. Мы завершаем сегодняшний круглый стол. Я напоминаю, что на ресурсах Земского съезда будет опубликован отчет о сегодняшней дискуссии. Сама эта дискуссия останется на канале YouTube 7/7. Поэтому у меня большая просьба к тем, кто посмотрел сегодняшние дебаты. Пожалуйста, расскажите об этом вашим знакомым депутатам местного самоуправления. Сделайте, пожалуйста, перепосты, ссылки. Это очень важно. Это важно для нас всех, это важно для вас, и это важно для будущего местного самоуправления в нашей стране. Всем спасибо, до свидания.